Добрый день, дорогие друзья! В прямом эфире программа «Якутск сегодня». Мы выходим одновременно и на радио, и на телевидении. В студии режиссеры Мария Новгородова, Михаил Эверстов, у микрофона Любовь Петрова. Сегодня у нас в студии победители гранта Фонда культурных инициатив президента Российской Федерации проекта «Розовая чайка». Это реконструкция и возрождение традиционного костюма русских арктических старожилов Якутии. Художник-модельер, народный мастер Республики Саха-Якутия, отличник культуры Республики Саха-Якутия, руководитель проекта «Розовая чайка» Лидия Афанасьевна Будищева. Здравствуйте, Лидия Афанасьевна. Здравствуйте. Доктор исторических наук, историк, научный руководитель проекта, заведующий отделом истории и арктических исследований Института гуманитарных исследований и коренных малочисленных народов Севера, Академии наук, да? Российской академии наук. Сардана Ильинична Боякова. Здравствуйте, Сардана Ильинична. Добрый день. И кандидат исторических наук, археолог, доцент АГИКИ, Арктического государственного института культуры и искусств Екатерина Алексеевна Строгова. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте. Алексеевна. Дорогие друзья, мы в прямом эфире. Наши телефоны 320066, 321166. Во время прямого эфира вы можете к нам дозвониться в студии и задать интересующие вас вопросы гостям студии. Ну, давайте начнем сначала, вот об этом, о проекте «Розовая чайка» и о гранте. Начнем, Сардана Ильинична. Да, я немножко хочу рассказать предысторию. Дело в том, что 7 лет назад, в 2015 году, Лидия Афанасьевна Будищева, тоже в тандеме со мной, уже выигрывали грант. Тогда это назывался грант президента Российской Федерации, поддержки выдающихся проектов в области культуры. И тот проект наш был посвящен тоже исторической реконструкции одежды русских старожилов. Но основной акцент тогда мы сделали на одежде приленских ямщиков, ну и в целом жителей Центральной Якутии. Но уже тогда, работая над этим проектом, Лидия Афанасьевна вообще по специальности, она не просто модельер, она именно специалист по народному костюму. В свое время по этой специализации она закончила институт. Тогда уже мы тесно общались с Екатериной Алексеевной Строговой и подумали, что было бы очень интересно и важно, наверное, с научной точки зрения в том числе, продолжить наш проект. И вот в прошлом году уже Лидия Афанасьевна сама пришла с новой идеей, с решением продолжить тот наш проект. Мы собрались и с помощью Союза дизайнеров Республики Саха-Якутия подготовили проект, который так удачно выстрелил, и в сентябре прошлого года мы выиграли его. Угу. Основная наша цель была сделать коллекцию костюмов русских старожилов, причем коллекцию таких исконных костюмов. Почему мы называем это историческая реконструкция? То есть без каких-то излишних таких последних фабричных добавлений и так далее. То есть это примерно то, что носили русской Арктики, в нашем случае на северо-востоке Азии, в нашей Якутской Арктике, русские старожилы в 17-м, 18-м, может быть, чуть-чуть в 19 веке. До того момента, когда распространилась, во-первых, фабричная очень ткани, шитье, и самое главное, очень сильно упростилось. Конечно же, с моей стороны было такое больше научное, может быть, теоретическое руководство, архивы и прочее. А Екатерина Алексеевна, как ведущий этнограф, археолог, которая прекрасно знает эту именно материальную часть, поскольку у нее известная работа именно, и проводила она свои работы, раскопки именно в нашей Арктике, подумали, что это как раз нам обеспечит такую настоящую достоверность. Ну, и, конечно же, наша главная цель все-таки была не только это все реконструировать, подготовить, сделать коллекцию, которую Лидия Афанасьевна сама, наверное, расскажет. Но и самое главное, донести до наших современных жителей, потомков, которых осталось сейчас не так много. Если мы возьмем Якутию, то это только
наши 2 села. Одно село в Лайховском улусе, Русское устье, второе тоже очень небольшое село Походск в Нижнеколымском районе, чтобы потомки смогли воспроизвести. И, наверное, тоже наша такая мечта, чтобы у каждого из них появился красивый, настоящий, самое главное, настоящий такой костюм. Ну и вот у нас уже в этом году проект заканчивается, и самое главное, мы провели большую подготовительную работу. Екатерина Алексеевна специально ездила и работала в музеях Архангельской области, Москве. В целом она по русскому северу очень много ездила, потому что в основном, конечно, прибыли сюда еще в 17 веке потомки именно То есть сейчас потомки этих людей, прибывших в 17 веке, это, конечно, поморов. Для этого было очень важно. А Лидия Афанасьевна уже подбирала ткани, меха. И, конечно, как модельеру и задача была интересна в том плане, что коллекция должна была быть еще и красивой. Ну, вот, Лидия Афанасьевна, вот расскажите о вашей коллекции. Так, коллекция состоит из 6 костюмов, 2 мужских набора. Вот, и 4... А вот мы режиссера попросим показать сейчас эти костюмы. У нас есть они, фотографии этих костюмов. Вот. Вот. Мужской костюм там есть из стриженного оленя. Вот полностью там дундук, штаны, плейки. Вот мужской костюм как раз сейчас показывают. Полностью восстановлено головного убора до обуви. Да, обшито волком. Я как бы по книге Алексея Игоревича Чикачева, по его описаниям. Алексей Гаврилович. Гаврилович, да. Вот. Но этот костюм мне пришлось шить вручную, так как моя скорняшка мне не помогла. Вот, и есть еще мужской костюм, это кафтан, обшитый бобром, оленьи плеки. Головной убор ермолка, как бы такое распространенное было. Вот. И женские комплекты. Яркие такие, да? Очень красивые костюмы. Да, это фартук, зимняя шубейка, обшитая песцом. Вот. Головной убор в этом костюме эскимоска. Вот. Я там полностью даже обувь шила им всем. Вот это из оленевого меха, из коровьего меха. То есть так вот. То есть вот уже даже по этим костюмам видно, да, что как много, в принципе, костюмов брали от аборигенных. Традиция костюмов аборигенных народов. Да, он отличается от традиционного костюма. Но в то же время уникально в том, что они сохранили именно вот свое исконное, именно русское, то, что они привезли с собой. Да, и там были жилетки. Вот одна жилетка из песца, вбитая изнутри, а вторая из рыжей лисы. Вот так вот они носили. Вот, там уже показали, да? Вот. И, в принципе, и я бы так одевалась. Да, очень. Так, я думаю, никто бы не отказался вот так вот таких костюмов. В такой красоте выйти. Екатерина Алексеевна, в этом, наверное, ваша заслуга, да, что вот это аутентичность этих костюмов. Красота – это, конечно, безусловно, заслуга Лидии Афанасьевны. Исключительно. Поскольку традиционный костюм русских арктических старожилов, он на протяжении, 300 лет их проживания там, да, он вообще-то развивался в сторону деградации. Они прибыли предки, действительно, поморы, конечно, в тех костюмах, которые носили там, именно поэтому было интересно посмотреть коллекции музейные в Архангельске и в Великом Устюге. Там, конечно, красивые, яркие одежды, та же самая глухая одежда, абсолютно
неотличимая от того, что носили потом здесь уже сформировавшаяся группа арктических старожилов и в XIX веке, и в начале XX века, абсолютно такие же. Но женские одежды, конечно, сложнее по конструкции и наряднее, ярче по своей отделке. Ну, тут вот в таком отдалении от всего историческая судьба русских старожилов, она вот как бы вынудила их упрощать свой гардероб в сторону меньшего расхода тканей, потому что ткани, конечно, стоили дорого. Ткани стоили дорого, а мех бегал прямо тут рядом, поэтому в традиционной одежде русских арктических старожилов стало меньше ткани и больше меха. Вот, к сожалению, исчез у них такой элемент декора, как вышивка. Сохранилась... Потому что ниток не было. Видимо, да. Ну, шерстяные были. У нас в археологических материалах имеется достаточно много предметов, связанных с обработкой пряжи и с прядением, что говорит о том, что русские женщины на севере Якутии появились достаточно рано, уже в 17 столетии они там были, поскольку вот имеются прялки, веретена и так далее. Вот. Но, тем не менее, вот из всего богатства традиционной вышивки северорусской сохранилось всего 3 элемента орнамента. Вот это такая зубчатая змейка и, значит, ромбик и орнамент в виде буквы «Ш». И вот из этих, казалось бы, такого мизерного количества элементов они умудрялись создавать самые разнообразные орнаменты. В основном использовали тамбурную вышивку, технику тамбурной вышивки. Ну, конечно, если сравнить, там рядом, допустим, повесить какой-нибудь великоустюжский наряд, да, и наш там русско-устинский какой-нибудь, какой они носили на рубеже 19-20 столетий, конечно, отнюдь будет впечатление, разница будет большая, и впечатление будет не в пользу. Сейчас мы прервемся на рекламу, дорогие друзья, не переключайтесь. Через 2 минуты мы вернемся в студию и продолжим наш разговор. Дорогие друзья, мы продолжаем наш прямой эфир и продолжаем разговор о гранте Фонда культурных инициатив президента Российской Федерации проекта «Розовая чайка». Это реконструкция и возрождение традиционного костюма русских арктических старожилов Якутии. Вот, Екатерина Алексеевна, на чем мы с вами остановились? Ну, раз уж в школе речь зашла об археологических наших находках, думаю, важно будет сказать, что Лидия Афанасьевна свои вот эти наряды замечательные, она не из головы выдумывала, основывалась на серьезных материалах, на этнографических материалах, и в том числе на материалах археологии. В 2011 году во время раскопок Нижнеколымского зимовья был нами найден повойник, такой женский головной убор, довольно такой интересной конструкции. Я потом специально ездила, искала, откуда же он происходит. Оказалось, что происходит такого типа повойники из Великого Устюга. По крайней мере, там они были распространены. И вот Лидия Афанасьевна для этой своей коллекции она сделала реплику вот этого археологического ископаемого головного убора. Вот какая-то женщина, уроженка Великого Устюга, где-то в конце 17 века поселилась там в Нижнеколымском зимовье. Ну вот, потеряла повойник. Она приехала в нем, да. Вот, видимо, повесила сушить, а во время наводнения на Колыме его, видимо, смыло. Он оказался вот в толще таких речных наносов глинистых, и поэтому прекрасно сохранился. Так что вот коллекция, она на таком очень серьезном
основании построено. На Ну, в этнографических этом вот эта материалах. уникальность, да, вашего проекта, что он очень серьезную научную основу имеет. Да. Мгм. Да, действительно, это одна из наших основных целей. Я уже говорила о том, что не только создать коллекцию, но и полностью реконструировать исторически достоверно. Поэтому вот мы с Екатериной Алексеевной в этом проекте. И опять-таки вот через это донести до современных наших потомков русских старожилов, которые живут не только в Русском Устье, в Походске, в Чекурдахе, наверное, живут, в Черском, может быть, в Якутске. Даже в Нерингре живут. Ну вот, да, даже в Нерингре, ну и дальше, может быть. Вот таким образом, может быть, вернув к истокам, сохранить их идентичность и поддержать ее, потому что действительно это очень уникальная культура, которую, на наш взгляд, необходимо сохранять. А вот в наш век глобализации, когда все меняется, в сторону, может быть, театральности, вот мы надеемся, что вот поможем как-то им вернуться к истокам, наверное, настоящим. Ну, Лидия Афанасьевна же, вы специалист тоже же по одежде. Да. Я историк по народному костюму. Вот. У вас диплом? Да. Диплом был по этому. Да. То есть это шито все по старинным лекалам. То есть по старинным лекалам, как сохраняя технологию. Ну, насчет как сохранять технологию сама нет, и по лекалам старинным. Ну, максимально приближено, по крайней мере. Как раз, и обработка, и ткани. Вот. В этот раз, не знаю, вот в прошлый раз, когда мы делали коллекцию, Лидия Афанасьевна даже вот специально заказывала, чтобы что-то ткали на станках. Но это вот у нас, к сожалению, в Якутии практически это утеряно. Но есть мастерские такие в Центральной России. Да. А там вот ткани были, они с собой эти ткани с собой привезли или они покупали их? Нет, наверное, все-таки в чем-то приехали. В чем-то они, конечно, приехали. Да, и все равно у них наверняка была праздничная одежда, все равно с собой. Да. Какая-то праздничная одежда, но впоследствии уже, конечно, ткани покупали. Да, на протяжении времени. Опять же, в том же 2011 году на той же Нижней Колыме тоже обнаружили фрагмент мужской рубахи, льняной, но она заношена была до такой степени, что просто уже вот при жизни ее эту рубаху носили просто вот до последнего, латали сколько могли, там заплата на заплате, просто буквально. То есть все-таки вот, особенно, видимо, в первое время с поставками тканей туда было сложно. И вот эта рубаха, она, конечно, просто вот до изумления заношенная, говорит о том, что но все-таки вот человек же ее носил, да, не поменял ни на какое изделие, там из ровдуги, например, или на что-то, да. Носил, пока, видимо, она на нем уже сама физически не развалилась. Да. А вот, Екатерина Алексеевна, вы говорили, прялки находили, еще что-то. То есть первое время все-таки что-то. Шерстяные, наверное, единственное, что возможно прясть в том регионе, это, конечно, шерсть. То есть какие-то растения волокнистые, которые можно прясть, там не растут. Там ни крапива, ни лен, там, совсем ничего. Поэтому единственное, вот, что пригодно для прядения, это, конечно, шерстяная. И вот такого вида прялки и веретена, и огромные вот такие вот прям все время мы находили, сначала не знали, что, вот такие огромные, как чайные блюдца, деревянные круги, значит, с дыркой в центре. Оказалось, что это пряслица, то есть приспособление, обеспечивающее устойчивость веретена. Использовали буквально вот до последнего времени. О том, что это за предметы, нам рассказал наш рабочий мальчик, который сказал: моя мама таким пользуется. Это было в 1989 году. Но потом я уже своими глазами увидела, как в Походске старушка вот придет, действительно на веретено надето вот это вот
штука, правда, лет через 10 она заменила эту вот огромную, вот такую деревянную штуковину на тяжелый, но маленький маховик от какого-то механизма. То есть прогресс в этой области явно. А так очень много инструментов, вот, связанных с обработкой кудели, чесала всевозможные, трепала, лопаски прялок. Ну, конечно, они не такие красивые, резные, там, расписные, как мы привыкли видеть в книгах, в публикациях. Они довольно простенькие. И такие вот простенькие лопаски, они до сих пор хранятся, по крайней мере, у жителей Походска точно. То есть они как бы вот в пределе, в этом смысле у них как-то вот не поменялись технологии. Ну, вот вы говорите, что жители Русского Устья и Походска – это вот люди приехали с Архангельской области, с Поморы, да? Поморы в основном. Угу. Ну, и вы туда ездили, вот расскажите. Ездили, там вообще, конечно, особенно Великий Устюг, действительно город-сказка. Это правда. Вот шикарные музейные коллекции, совершенно роскошные. Вот в Архангельском музее сохранилась верхняя часть женской рубахи, которая датируется XVII веком. Это вот у них единственный такой древний экспонат. Вообще, на самом деле, предметы одежды редко сохраняются вот с такого времени, ну, разве что случайно. Вот очень красивые вышивки у нее. Похоже, что переставленные с какого-то предмета еще более раннего. Была такая практика, когда красивые вышивки спарывали со старой изношенной одежды и переставляли на новую. Вот, очень интересные, разнообразные очень сарафаны. Ну, для Русского Севера характерен в основном сарафанный комплекс. Очень интересные, вот, маркирующие различные области, различные районы Русского Севера. Вот. Ну и самое главное, конечно, вот каргопольские платки с золотной вышивкой, это вообще просто глаз оторвать невозможно. Ну и самое интересное, конечно, то, что меня потрясло больше всего, оно не имело отношения к нашей коллекции. У нас коллекция в основном была посвящена вот более такому раннему периоду, где-то вот 18-му столетию приблизительно, когда уже начала формироваться этнографическая группа русских арктических старожилов, но еще как бы вот не совсем она такая сформировавшаяся была, они еще носили то, что привезли с собой с более западных регионов. А вот уже в начале 20-го столетия вообще, надо сказать, что модные тенденции доходили даже в такие отдаленные регионы и сравнительно с небольшой задержкой. В 18-м, начале 20 века, в 19-м, вернее, начале 20 века жительницы Русского Устья, они, в общем, от моды сильно не отставали. И у нас в архиве нашего института там есть замечательный альбом рисунков экспедиции 48-го года. И там были изображены и в описании описаны такие удивительные кофточки, которые назывались монные кофты. Да. У них довольно сложная конструкция. Вот. И каково же было мое удивление, когда в фондах Архангельского музея я вдруг обнаружила две точно такие же кофточки, точно такой же конструкции, и по возрасту практически одновременные, вот этим русско-устинским нарядом. То есть получается, что наши дамы северные, они, в общем, были в тренде таком все время. Это было очень интересно, конечно. Ну, красивые, очень интересные, удивительные головные уборы, очень интересные, которые были распространены на Русском Севере, в Великом Устюге. Мне когда шкаф с головными уборами открыли, у меня было такое впечатление, что я вообще дар речи потеряла,
просто смотрела, не могла оторваться, потому что красота неимоверная. И самое удивительное – это осознание того, что это крестьянские наряды. Да, это праздничные, конечно, каждый день их не носили, но тем не менее это крестьянские наряды. В жемчуге, в цветном стекле, вот изумительной красоты. Вот женщины-крестьянки по праздникам выглядели просто как царицы. Значит, зажиточно они жили, да? Что у них там и жемчуг Ну, был, и всё. речной жемчуг на русском севере в допетровскую эпоху водился в изобилии. Но потом уже как бы вот стало его меньше, поэтому он был достаточно доступен. Ну, конечно, наряды эти были не дешевые, безусловно, и могли позволить люди определенного достатка. Мы сейчас прервемся на рекламу, и через 2 минуты вернемся в студию и продолжим наш разговор. Не переключайтесь. Дорогие друзья, мы продолжаем наш прямой эфир в программе «Якутск сегодня». Мы в прямом эфире. Наши телефоны 320066, 321166. Пожалуйста, можете позвонить и задать интересующие вас вопросы гостям нашей студии. Тема нашего разговора – проект «Розовая чайка». Это реконструкция и возрождение традиционного костюма русских арктических старожилов Якутии. Грант Фонда культурных инициатив президента Российской Федерации. Гости студии художник-модельер, руководитель проекта Лидия Будищева, историки, научный руководитель проекта доктор исторических наук Сардана Ильинична-Боякова и кандидат исторических наук, археолог Екатерина Алексеевна Строгова. Вот проект уже готов, да, коллекция уже вся готова, где можно будет ее посмотреть? Ну, вы знаете, конечно, кроме того, что мы сделали реконструкцию, подготовили коллекцию, для нас еще одной, наверное, важнейшей составляющей является ознакомить как можно с большим количеством людей, не только специалистов, но самих и жителей республики с нашей коллекцией. Да, с этой красотой. Да. Ну, во-первых, конечно, готовим фильм о том, как создавалась эта коллекция, самой коллекции. Затем вот Лидия Афанасьевна уже подготовила каталог коллекции. Несколько уже мастер-классов провела Екатерина Алексеевна, Лидия Афанасьевна с рассказом вот о каких-то особенностях кроя, о самой коллекции. Ну и самое главное, уже 11 ноября, вот по адресу Белинского, 44, это здание Союза художников Якутской ССР, называется Арт-Сетим. Арт-Сетим, да, площадка, да? Это выставочная галерея. Значит, выставочная галерея Арт-Сетим. С 11 по 25 ноября коллекция будет уже представлена на этой выставке. Мы приглашаем всех желающих ознакомиться. Ну и, конечно, особо ждем также специалистов, мастеров народных промыслов, дизайнеров, чтобы вот представить нашу коллекцию. Сколько всего костюмов? 6 костюмов, 2 да? мужских, 4 женских. Ну, при этом там и повседневная одежда, и нарядная одежда, и костюм полный. Костюм это не там один какой-то вид, полностью он... Да, там есть рубашка, рубаха называется, подъюбник, сарафан, например, тарбаза, если это как бы шубейка, например, меховая там внутри из рыжей лисы, головной убор, повойник, старинные шарфы, платки, то есть старинные, моей прабабушки. Это вот те самые платки, да? Нет, другие теперь. Другие. Да. И у мужских даже есть рукавицы, да? Да, у мужских есть рукавицы. Заказала я один кушак, тоже самое это плетёный. Вот. Ну, в Москву, да, вот там специальная мастерская, которая ткутани по старинным каким-то технологиям заготавливает полностью аутентичные.
Ну вот, Лидия Афанасьевна, я вот знаю, что у вас бабушка же была, да? Прабабушка. Прабабушка у вас была русская, и она оставила... Не то, вот, что она вот, оставила. Ну, вот интерес ваш именно вот к русской коллекции, корни этого. Да. Это она вышла замуж за якута, и это родилась моя бабушка. Вот моя бабушка любила вот платки, ну, все такое. Себе собирала, да? Да. И вот, мне хватило на 2 коллекции. Этих платков. То есть так, видимо, было суждено. Да, дать дань памяти, да, видимо, своей прабабушке. Ну, вот с какими трудностями вы сталкивались, вот когда при изготовлении этих изделий? Ну, это когда вот из оленевого меха стрижного я начала шить, у меня есть скорняшка. Это провинциальная машинка для меха. Вот. Но она у меня оказалась, оказывается, для тонкого меха. Мне пришлось вот этот весь комплект из оленевого меха шить вручную. Вот. И все торбоза, плейки, все это я шила вручную. Это не сложно, это просто долго. Вот. И я думала, у меня есть корняшка, я просто строчу, ну, как вот, ага. А оказалось, нет. Я вот сидела довольно долго. Ничего. А плейки это что такое у нас? Плейки это обувь из оленевого меха, а внутри на подошве мех изнутри. Вот. Она одевалась не просто на босую ногу, а там, допустим, на обувь. Ну, пускай даже будут, у кого там были сапоги или, ну, хоть что. Вот как бы это одевалась. Зимы ходить. Ну, я знаю, Людмила, Екатерина Алексеевна, вы про обувь можете рассказать. Могу рассказать и про обувь тоже, поскольку у нас как бы и археологических материалов достаточно, и этнографических материалов достаточно. Вот уже к концу 19-го, началу 20 века, тогда, когда эта группа русских арктических старожилов была как-то уже зафиксирована, описана Врангелем, описана потом Зинзиновым в начале 20-го столетия, русские арктические старожилы носили только мягкую обувь. Вот типа плейки, сары, причем сары очень разные. Вот промысловая обувь, бродни женские, мужские, там будунёнки высокие такие, что по воде ходить. Вот праздничная, женская праздничная обувь у русскоусенцев, она абсолютно одинаково выглядит, но у русскоусенцев и пахача называется по-разному. У русскоусенцев это окляны, а у пахачан это калиплики. Но выглядят они абсолютно одинаково, крой абсолютно одинаковый. Вот. И создавалось такое впечатление, что испокон веку они ходили вот в этой мягкой обуви. Крой, кстати, изучение кроя даже этой мягкой обуви показало, что единственным заимствованным видом обуви у юкагир оказались шаткары. Вот 9 разных видов обуви проанализировано было. Оказалось, что основная масса сохранила традиционный русский крой, вот, а шаткары заимствованы у юкагиров. Характерный такой крой вот, обуви. Но археологические раскопки показали, что не всегда арктические старожилы вот увлекались такой мягкой обувью, хотя у нас там такой был найден тоже шикарный обуток, абсолютно хорошо сохранившийся и даже изнутри набитый сеном, вот вместо стельки, значит, туда набивали сено. И вот даже до такой степени сохранившийся. Но было обнаружено также и очень много колодок обувных, каблуков, разной конструкции, наборных каблуков и деревянных, и такой один каблучочек с пяточкой, прям такой изящненький. Ну, гвоздик, наверное, не шпилька уж, конечно, но вот гвоздиком такой изящный каблучок с пяточкой такой небольшой, явно от обуви маленького размера, такой вот модельный какой-то. То есть стало понятно, что был период времени достаточно длительный, когда все-таки вот представители этой этнографической группы сохраняли и
такую вот привычную нам обувь, изготовленную на колодке. Вот почему она исчезла потом, я пока в этом не знаю. По каким причинам она исчезла. Вот, поэтому в основном, конечно, вот в плане обуви она есть обувь, которая была заимствована, но заимствована не здесь, а заимствована еще у финно-угорских народов русского севера в процессе формирования самой поморской группы до 15, в период с 12 до 15 столетий. То есть они вот это все уже принесли сюда с собой как совершенно привычное. Также и обувь, и глухую одежду, вот те же там дундуки, да. На Колыме, опять же, называется по-другому. Вот все-таки разница у них есть в говорах. Но фотографии, допустим, охотников-поморов начала XX века, они показывают, что они на промысел одевались точно так же. Ничем вообще не отличимы. Они же между собой общались или нет? Кто? Русскоустинцы с пахачанами, да? Да, они очень тесно общались между собой, и на данный момент они физически родственники. То есть у кого-то в Русском Устье спрашиваешь, обязательно у них найдутся родственники вот в Похотске или в Черском, и наоборот, соответственно. Расстояние между ними? Да кто же его мерил-то? Но надо сказать, что судя вот по рассказам и судя по письменным источникам, это расстояние, которое нам сейчас кажется таким большим и непреодолимым, для них проблемы не составляло. Если уж о походе с Синдигирки на Колыму пишут как о прогулке выходного дня, то... Так, у нас 1 минута осталась. Вот дальше что? Дальше, дальше будете работать, да, над дальше этим проектом? Да, продвигать, как мы говорили, уже в массы, прежде всего. Ну и у Лидии Афанасьевны есть просто затаённая мечта сделать, может быть, ну или обучать, наверное, детей, да, Лидия детей Николаевна, обучать этому. Что создать какой-то, может быть, детский такой. Дорогие друзья, ну, время нашей передачи подошло к концу. Я благодарю вас за участие, за интересную информацию, за вашу коллекцию, работу. И с нашими радиослушателями и телезрителями мы прощаемся.